Дети, сегодня на нашем занятии давайте вместе с вами отправимся в шахматное королевство. Хотите? Да! И мы там узнаем что-то интересное. Давайте подходим и берем шашки. В некотором шахматном царстве, в некотором шахматном государстве жил-был король. Однажды король посадил на своем поле репку. Много ли, мало ли времени прошло, но репка выросла большая-пребольшая. Король обошел репку и призадумался. Да, какая же выросла репка у меня большая, что откормит всю мою армию. Пробовал тянуть, да не потянул, и позвал своего главного помощника на помощь. Главный мой помощник Ферзь, приди ко мне на подмогу. Ферзь прибежал и стали тянуть репку. Ферзь за короля, король за репку. Потянули, да не вытянули. Ферзь стал звать на подмогу слона. Наш могучий слон, приди ко мне на помощь, сила твоя нужна. Слон прибежал и стали тянуть репку. Слон за ферзя, ферзь за короля, король за репку. Потянули, да не вытянули. Слон стал звать на помощь коня. Смелый и отважный конь, иди к нам на помощь. Конь прискакал и стали тянуть репку. Конь за слона, слон за ферзя, ферзь за короля, король за репку. Потянули, да не вытянули. Конь стал звать на помощь ладью. Верный, стойкий, наш ладья, ждем тебя на помощь. Ладья подоспел и стали тянуть репку. Ладья за коня, конь за слона, слон за ферзя, ферзь за короля, а король за репку. Потянули, да не вытянули. Ладья стал звать на помощь пешку. Смелая наша пешка, беги к нам на помощь. Прибежала пешка и стали тянуть репку. Пешка за ладью, ладья за коня, конь за слона, слон за ферзя, ферзь за короля, король за репку. Потянули и вытянули. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. А вам понравилась сказка? Да, очень понравилось. А кто мне скажет, дети, в этой нашей сказке какой персонаж сыграл решающую роль? Пешка! Вот, пешка, выходи, вот. И наше сегодняшнее занятие, тема нашего занятия будет пешка. Это самая маленькая фигура, да, но очень значимая. Именно благодаря пешке, необычным правилам ее движений и взятий и ее способности превращаться в другие фигуры, шахматы оказались такой интересной игрой, да? Пешка ни на кого не похожа. Она отличается от всех фигур. Дети, а кто еще знает? Пешку еще по-другому как называют? Солдат. Да, солдатом называют, да? Вот, дальше смотрим. Вот, перед нами, ребята, мы видим, это начальное положение шахматной доски, да? Фигуры расположены в начальном положении. Вот, в шахматы какие войска есть? Да, черные и белые, молодцы, да? Вот смотрите внимательно, в каждом войске по сколько пешек? По 8 пешек, да? И вот, смотрите, дети, по 8 пешек. Здесь тоже смотрим. Вот, белые пешки, они в какой горизонтали расположены? На 2. На второй горизонтали, да? И черные пешки на какой горизонтали расположены? На седьмой, вот. И, ребята, пешки, они защищают шахматные фигуры. Вот, ладью защищают какие пешки? Лакейные пешки. А коня защищают какие? Коневые пешки, да, вот. А слона какие пешки защищают? Слоновые, да. А ферзя? Ферзевые, да. И короля какие пешки защищают? Королевские пешки, да. Вот. Пешки, они вот расположены перед основными фигурами. Будьте, смотрим внимательно. Дети, пешка как ходит? Пешка ходит только Вперед. вперед. Прямо вперед, да? Пешка ходит только так. Вот смотрите. Ходит только... По какой линии ходит? Как называется вот эта линия? Нет. Да, только по вертикальной линии ходит. Вот. А по горизонтальной линии разве ходит пешка? Нет. Вот. Нет. Пешка ходит только вперед и только по вертикальной линии, да? Но пешка, хотя и ходит... Как он ходит? Дети, пешка как ходит? Как ходит? Да, в одну клетку, да? Но у него есть вот преимущество. С начального положения один раз пешка может перепрыгнуть через одно поле, да? А дальше уже идет уже по клеточкам. Вот, да, по клеточкам. Вот, по клеточкам ходит. Теперь мы сказали, что пешка ходит только прямо, да? Вот, например. Вот белая пешка со второй горизонтали, если дойдет до 8 горизонтали, что он может сделать? Превращается во что, ребят?
Вес. в другие шахматные фигуры. Но кто мне скажет, в короля пешка превращается или нет? Нет. А в какие фигуры может превратиться пешка? Вот смотрите, коня, слона, ферзя. А вот в короля, ребята, пешка не может превращаться. Вот так же, вот черная пешка с 7-й горизонтали дойдет до первой горизонтали, то он тоже может что делать? Да, превращаться в другие фигуры. Вот смотрите, мы сказали, пешка ходит только вперед, прямо, да? А как он бьет? Как бьет пешка? Другие фигуры. Наискосок. По какой линии? Да, по диагональной линии, да, наискосок. Хотя он ходит вперед и прямо, но бьет только наискосок, а не прямо. Запомните. Вот. Может побить, да? И здесь тоже. Вот черная пешка тоже наискосок бьет, да? Давай, вставляй. Угу. Дальше. Какие фигуры стоят? Пешка отсюда. Так, дальше. Сейчас будем проверять, дети. Все ли так, правильно располагают, четко, не криво, прямо. Так, дальше. Так, ладья. Так, ну-ка, все решили задачки? Все решили? Да. Так, ну-ка проверяем вместе с Арианой. Ариана покажет. Ну-ка, белая пешка, как по очереди будет бить черные фигуры. Давай, показывай. Ага, так. Так, проверяем свои работы. Все правильно сделали, да? Все, молодец. Ариана, садись. Поле воин, да? Вот, одна белая пешка побила всех черных фигур, да? Вот, как бьет пешка? Как бьет пешка? Наискосок. Вот как в этом случае, да? Теперь, молодцы, справились, отложили. А сейчас мы... У всех так? Молодцы, все справились. Сначала пешка куда пойдет? Вперед, наверх, да? Так. И дойдя, потом как пойдет? По клеточке, да? Ну, объясни, пожалуйста, и иди до клеточки. Так, до конца. И туда он в какую фигуру превратится? Это же белая пешка. Вот, в коня превратился, да? И потом он куда пойдет? Вот, конь как ходит? И вот, к ракете, вот так. А вот, Эльдар, скажи, а если вот белая пешка превратится в ладью, он к ракете попадет? Нет. Не, почему? Почему? Это ловушки мешают, да? А почему конь туда попал к ракете? Он мне Давай, скажи. Да, конь умеет перепрыгивать через другие фигуры препятствия, да? А остальные фигуры, они не умеют. Молодец. Вот сегодняшнее наше занятие подходит к концу, да? Но сейчас мы проведем итоги нашего занятия, да? Так, на сегодняшнем занятии с какой фигурой мы познакомились, дети? Пешкой. С пешкой, да? Ну-ка, в каком направлении ходит пешка? По прямым? Куда? Вперед. Вперед, молодец, Ариана. Прямо вперед, да? Так, по какой линии ходит? По вертикальной. По вертикальной линии, молодец, да? Так, теперь, а ходит ли пешка по горизонтали? Нет. Нет, так. Теперь, а в каком направлении бьет пешка? Наискосок. По какой линии? Да, по диагональной линии, молодцы. Так, теперь, а может ли пешка сделать шаг назад, дети? Нет. Нет, вот пешка идет только вперед, а не назад, да? Молодцы. Так, а превращается ли пешка в короля? Нет. Так, тогда в какие фигуры может превратиться пешка? Ферзя, ладья и еще? Слона, молодцы, очень хорошо. Теперь будьте внимательны. А белая пешка может побить белого слона? Нет. А почему? Потому что это его. Да, это его войско, да? Вот, очень хорошо. Так, а какой ход может сделать пешка с начального положения? Как он может пойти? Одну клетку вперед. Через одну клетку Может, перепрыгнуть. ага, или же по одной клеточке, да? Может перепрыгнуть через одну клетку вот так, или же по одной клеточке тоже, да? Вот. Так, молодцы. Так, кому было интересно, ребята, наше занятие? Молодцы. Все? Ага.